Здравствуйте! Камыстинская районная библиотека представляет видеоролик к 175-летию Жамбула Жабаева «Жамбыл. Его время и поэзия». Жамбул родился 28 февраля 1846 года в семье бедного кочевника Жабая. Жамбул рано научился играть на домбре. Его стали выделять среди акынов-сверстников. Отцу не нравилось увлечение сына, но Жамбул не оставлял мечты стать акыном. Когда мальчику исполнилось 14 лет, он стал учеником знаменитого акына Суинбая. Жамбулу было 20 лет, когда он стал самостоятельно разъезжать по аулам, демонстрируя поэтическое мастерство. До наших дней сохранились в памяти народа обличительные песни Жамбула про Манке, Камшат-Кыс, Мамбету, Шалтабаю, Какиму, Абжоре и Синали. В них Жамбул защищал интересы казахского народа. Одновременно акын слагает поэмы о батырах. Им написаны две эпические поэмы «Утеген-батыр», «Суранши-батыр». Жамбулу, как поэту эпического склада, особенно удавалось изображение крупных исторических деятелей. В мавзолее Ленина, Аксакалу Калинину, поэма Ворошилове, Шатару Ставелле, Куйбышеву, «Умер большой человек», Тарас, Нашкиров и другие. В 1924 году Жамбул впервые публично выступает в Алматы на празднике в честь 4-летия победы советской власти в Казахстане. В 1934 году акын одерживает блестящую победу на айтысов в столице республики. Его песни впервые переводятся на русский язык поэтами Алданиным, Семеновым, Алтайским, Кузнецовым. 7 мая 1936 года в газете «Правда» публикуется поэма «Моя Родина». С этого года народный акын Казахстана приобретает всесоюзную, а затем мировую известность. В 1941 году творчество Жамбула было отмечено государственной премией. 22 июня 1941 года, когда началась Великая Отечественная война, акын был тяжело болен. В первые же дни войны им были написаны песни, поэмы о любви и гневе, «Выстоит племя богатырей», «Городу ленинских зорь» и другие. Тогда же Жамбул обратился к защитникам города с призывом отстоять Ленинград. Текст «Ленинградцы, дети мои» был передан по радио, распечатан в газетах. Ленинградцы, дети мои, ленинградцы, гордость моя, к вам стальною ломится дверь, словно вечность проголодав, обезумевший от потерь, многоглавый жадный удав. Сдохнет он у ваших застав, без зубов и без чешуи, будет в корчах шипеть змея, будут снова петь соловьи, будет вольной наша семья. Ленинградцы, дети мои, ленинградцы, гордость моя. 22 июня 1945 года знаменитый акын скончался, не дожив до своего столетия. Песни Жамбыла стали достоянием родного народа, народов других национальностей. «Кочуй, моя песня, будь гостьей желанной, в просторных, ковыльных степях Казахстана. Лети, моя песня, как сокол быстра, в 11 сказочных стран». Достоянием миллионов стали лучшие произведения великого акына. Имя его живет в сердцах прогрессивного человечества. Спасибо за внимание.